Здравствуйте, в эфире телеканал Тува-24. С вами Алдынкыз Буян, и я расскажу вам об основных событиях на сегодня. Жители Чахольского Кожуна по праву могут гордиться успехами в жилищном строительстве. Это отметил Владислав Ховалых в рамках своего рабочего визита в Кожун. Чем именно чахольцы заслужили одобрение в РИО главы Тувы, расскажет Даян Дансюрюн. Пока его ученики отдыхают на каникулах, молодой учитель физики средней школы села Чахоль строит дома для детей-сирот. Вместе со своей бригадой в этом году они построили 4 таких дома и близки к завершению 5-го, который отводится под служебное жилье. Все дома строятся из сибита, стены из сибита, а остальные деревянные веранды и крыши, как обычные. Сроки мы начали в конце апреля. И уже закончили эти 4 дома. И 5-й где-то через 20 дней. Планируем через 20 дней закончить. Это дома-одноквартирники. Площадь жилья 40 квадратных метров, а всего участка 8 соток. Стоимость материалов для одного дома Белек оценивает примерно в 500 тысяч рублей. Служебное жилье стоит дороже, поскольку дом оснащен септиком и колодцем скважины на 65 метров. Качество данного дома удивляет всех, кто здесь присутствовал. Качественные дверные рамы, качество самой двери, хорошо простеленный линолеум, который не плывет, лежит очень хорошо. Что уж говорить о стеклопакетах, которые, в общем-то, тоже себя показали с лучшей стороны. Вот. В целом, конечно же, данный дом очень хорошо себя проявляет. Здесь даже есть кладовка, чего нету во многих других домах по подобному проекту в республике. Когда они были, все капало, да, вот так? Да. А сейчас посмотрите, вы хорошо делаете. Да, сейчас открыли. Неподалеку от строящихся домов другая бригада занимается строительством универсальной детской спортивной площадки. На стройке работают местные жители. Строительство в Туве – дело дорогостоящее. Большая часть стройматериалов заводится из Асаян, что существенно повышает их стоимость. Для поддержания высокого темпа строительства в республике не хватает собственных заводов по производству стройматериалов. Строительство новых объектов для нас – огромная поддержка, особенно для детей-сирот. Как я понял, здесь будут не только дома, но и детский сад. Сегодня в Туве уже функционирует завод по производству железобетонных изделий, запущенный в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития. В Тесхемском Кожуне открытое производство пеноблоков. Нельзя забывать и о ремонте существующих зданий. Тыва – регион, в котором потребность в периодическом ремонте зданий достаточно велика. В рамках рабочего выезда Владислав Ховалых вместе с членами Кабмина ознакомился с ходом ремонта Дома культуры в селе Актурух. Оказалось, что тут же, рядом с клубом, строится новый спортзал ангарного типа. По поручению Владислава Старшевича мы будем ускорять темпы, это первое. Второе, было принято решение о том, чтобы котельную на 3 объекта сразу одну поставить. То есть на клуб, который здесь капитальный ремонт идет, на наш спортивный зал и вот здание спортивной школы. Получается, 3 объекта будут с одной котельной питаться. С каждым выездом команды правительства в Кожуны масштабы задач перед правительством приобретают все более четкие очертания. В ближайшие годы будем рассматривать возможность капитального ремонта зданий школ Чахоли и Актуруга, отметил Владислав Ховалых по итогам поездки. Краткосрочный план по улучшению жизни в Туве внесен еще один важный пункт. Даян Дансюрюн, Артыш Бартан, Кузел Сарыксерен, Тува-24. На Чахольском участке управляющей компании ТЭК-4 проходят ремонтные работы после успешно законченного отопительного сезона. В РИО главы Тувы Владислав Ховалых в рамках рабочего визита лично ознакомился с устройством Чахольской котельной и побеседовал с руководством о проблемах и успехах. В селе Чахоль есть своя отопительная система, которая обслуживает частные дома и социальные объекты. За безаварийную работу единственного централизованного источника теплоснабжения отвечает управляющая компания ТЭК-4. Очередной отопительный сезон прошел успешно. Сейчас на предприятии готовятся к следующей зиме. Так, тепловая мощность котельной 10 гигакалорий в час. То есть резерв достаточный, можно еще нагрузку увеличить до 1,5 раза. Нагрузка сейчас порядка пиковая 5-6 гигакалорий. Работа в котельной тяжелая, поэтому на предприятии оборудовали душевую сауну и зал для досуга. Соблюдение личной и коллективной гигиены сейчас особенно важно. Чтобы быстро и эффективно реагировать на любые внештатные ситуации, сотрудники должны быть здоровы и в хорошей физической форме.
Первый утюг идет, вверх идет. Вот барабаны как раз. Барабаны. Вот, поэтому каску надо одевать. Для передачи контрольных данных применяются современные средства связи. Различные параметры котельной через интернет постоянно направляются в Кызыл. По подсчетам специалистов, централизованное отопление обходится дешевле и оно экологичнее. Поэтому подключение местных жителей к теплосетям ТЭК-4 продолжается. Даян Дансюрюн, Артыш Бартан, Кузел Сарексерен, ТУА-24. С начала текущего года сотрудниками региональной госавтоинспекции выявлено 11 фактов использования поддельных документов, в том числе и водительских удостоверений. По 7 фактам возбуждены уголовные дела. Сегодня в городской суд направлено дело жительницы республики, которая 10 марта на автодороге Кызыл-Сарыксе была задержана инспекторами ДПС при управлении машиной Toyota Camry. Проверка показала, что автоледи водительского удостоверения не получала, а настоящая автоледи прав с аналогичной датой рождения проживает в Московской области. В отношении нее и других таких же хитрецов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации за приобретение и использование поддельного официального документа, которого предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на 1 год. Этим летом в Чедыхольском Кожуне начались работы, которые должны решить многолетнюю проблему района, а именно обезопасить хвостохранилище комбината Тува-Кобальт. С места восстановления рассказывает Сайгын Бюрбю. Если не провести работу, это может привести к вымыванию тяжелых металлов, которые могут попасть в реку Элегес, а затем и в Енисей. Загрязнение вод Енисея может повлиять на экосистему Республики Хакасия и Красноярского края вплоть до Северного Ледовитого океана. И с сегодняшнего дня начинаем 5-й этап. То есть процесс идет, но пока в плане графика работы. Проблема с захоронениями отходов почившего ныне комбината Тува-Кобальт застарелая и не решалась многие годы. Ущерб наносится не только природе, но и здоровью людей. Наконец-то принято такое решение, да, положительное решение о рекультивации хвостохранилищ. Многие заболевания людей тоже связаны. Вот, то, что в таком открытом состоянии это хвостохранилище находится, да, это нужно было давно это проводить, просто что уже сейчас делается, и к осени эти работы будут завершены, к этому надо будет радоваться. После многочисленных переговоров контракт на выполнение работ по рекультивации хвостохранилища был передан подрядной организации «Геосинтетика», имеющей богатый опыт подобных работ по всей территории России. Мембрану защищаем защитным слоем цуглинка 20 сантиметров. Далее засыпаем 30 сантиметров ПРС и приступаем к биологическому этапу. Это посев трав, именно которые используются при рекультивации. Окончанием будет, сделаем водоотводные канавы, будет все зелено, красиво, так же, как и на наших других объектах. Рекультивация кат-бассейнов с отходами завершится уже в этом году. Начали мы работы 1 июня. По плану-графику у нас окончание работ 30 сентября. Пока мы укладываемся в график, и я думаю, мы даже сделаем раньше срока. Напомним, что Тува-Кобальт, являясь градообразующим предприятием, производил медно-никель-кобальтовый концентрат с 70 по 91 год прошлого столетия. За много лет эксплуатации в Кожуне накопилось почти 1,5 миллиона кубометров техногенного сырья. Проект ликвидации ядовитых отходов вошел в перечень мероприятий комплексного плана социально-экономического развития Тувы. Тем самым мы обеспечим защиту населения села Сайлык и села поселка Хулаксы. Это более 5000 человек. Будет защищено от вредного химического влияния мышьяко-содержащих отходов. Тем самым будет защита подземных вод, поверхностных вод, почвы, растительности и так далее. Со слов подрядчика, используемые в рекультивации материалы гарантируют безопасность почвы на 100 лет. Возможно, в течение века техника усовершенствуется настолько, что позволит переработать все законсервированное сырье без остатка. Сайгын Бюрбю, Чайхан Донгак, Мирана Юргит, ТУА-24. Сегодня исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения республики Айдын Сарыглар предоставил документы в окружную избирательную комиссию для выдвижения в кандидаты в депутаты Государственной Думы Российской Федерации по одномандатному избирательному округу номер 32.
Айдын Сарыглар работал на передовой в борьбе с COVID-19 с самого начала пандемии. Коронавирусный 2020 еще раз подтвердил, что работа врача не только сложная, но и крайне важная. И сейчас, выдвигая свою кандидатуру в кандидаты в депутаты Государственной Думы, Айдын Николаевич также чувствует ответственность и, как он сам признается, присутствует и волнение. Сегодня очень важный день. Сегодня я подал документы в окружную избирательную комиссию на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального собрания 8-го созыва Российской Федерации от Тувинского одномандатного избирательного округа номер 32. Конечно, очень волнительно. И в то же время я сильно горжусь, что я выдвигаюсь от партии реальных дел, от Всероссийской партии «Единая Россия», федеральный список которого возглавляет наш легендарный земляк Сергей Кужугетович Шойгу. И я думаю, нас ждет плодотворная работа. Как сообщает секретарь избирательной комиссии республики Шонджелай Оржак, документы предоставлены в полном объеме в соответствии с федеральным законодательством. 14 июля 2021 года в избирательную комиссию республики Тыва представлены документы от кандидата Сарыглара Айдына Николаевича, выдвинутого от Всероссийской политической партии «Единая Россия». Документы представлены сегодня в полном объеме, приняты мной, секретарем избирательной комиссии Шонджелай Химировной Оржак. Документы представлены в соответствии с требованиями федерального законодательства о выборах. Напомним, что кандидатуру Айдына Сарыглара в кандидаты в депутаты Государственной Думы утвердили на съезде партии «Единая Россия» в городе Москве. Айраса Чайхандонгак, Мирана Иргит, Тува 24. На этом у меня все. Следите за нашими новостями в социальных сетях. Пусть завтра будет лучше, чем сегодня.